Ушу менен 3-чү жолу парламентти мазактап, аброюна шек келтирди. Мага ыңгайсыз сөбү дегенде ал жатып алып бизди тепкилеп атат кайта. Бардык бийлик бутактарын өз кызыкчылыктарына колдонгон. Мазактоо иретинде сөздөр өтө көп айтылып атат. Экс-президентти чакырдыңар беле? Мына трибуна бош келсе, ушул жерге келип көрсөтмө берсин деп. Кантип келет? Биз азыр алуу маселесин алып чыгып атабыз. Толук жазасын алыш керек. Мен колдоймун. Анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду. Экинчи нарк бузулду. Токтом долбоорун жогорку кеңештин добушка коем, добуш бериңиздер. Ушу Литфондко жетекчи болгон экен. Бул жазуучулар кеңешинин астындагы ушул жазуучуларды колдой турган бир уюм. Он много говорил, что печатал книги и вагонами возил их в Россию, что он стал руководителем Литфонда после Чингиза Айтматова. Это организация для поддержки писателей. До прихода в Литфонд Атамбаев печатал книги и отправлял в Россию, но позже эта организация превратилась в Литфонд НП Форум. Значит, он входил в бизнес рейдерским путем. Позже он превратился в просто форум. Мы изучили через книжную палату в Москве и выяснилось, что он напечатал всего 5 книг. Атамбаев заявил, что Сапар Исаков и Кубанычбек Кулматов были задержаны в один день. А значит, это связано. Мы проверили. Кулматов был задержан 18 мая. Исаков был задержан 15 июня. Он даже в этих простых вещах врет и пытается заработать очки. Инициатором снятия с экс-президента неприкосновенности стал Канат Исаев. Его поддержали свыше 50 коллег. А затем началась вся процедура, которая считается одной из самых сложных в мире. Итак, для начала необходимо письмо инициативной группы, далее заключение профильного парламентского комитета, затем создание комиссии. После заключения этой самой комиссии рассматривают профильные комитеты. 5-я ступень – рассмотрение на общей палате Жогорку Кенеша. Свою оценку далее дает Генпрокуратура. Ее должны рассмотреть и депутаты. И, наконец, 8-й шаг – собственно, принятие парламентом решения о снятии или не снятии неприкосновенности. За время работы спецкомиссии выступали политики, журналисты, юристы, были приглашены и представители правоохранительных органов. Их информация тоже принята к сведению. Здесь все сделано в рамках законности. Сперва Жогорку Кеңеш создал комиссию специальную. Комиссия рассмотрела вопрос, направила предложение для правовой оценки Генеральной прокуратуре. Здесь сомнений не может быть, что это нарушение закона. Само собой, когда рассматривался вопрос снятия неприкосновенности, обсуждение выдалось бурным. Отдельные нардепы говорили о нарушении закона. Да и вообще, дескать, в отношении Атамбаева уголовное дело возбуждать нельзя. Депутаты в том числе были обеспокоены отсутствием самого экс-президента на заседаниях. Рахмат төрага, урматтуу генеральный прокурор, менде мындай суроо болуп атат. Почему его снова не пригласили? Айтканбыз, мына трибуна бош келсе, ушул жерге келип көрсөтмө берсин деп. Эми 3-чү жолу кайталанып атат да. Мы неоднократно говорили и говорим, что ждем Атамбаева или его представителя. Трибуна свободна. Если они захотят, то могут выступить. Никто не против. Урматтуу кесиптештер, комиссиянын төрагасы болгондон кийин мага интернеттен көп кесиптештер айтып атат. Сиздин жеке Атамбаев менен бир талаш тартышыңыз барбы деп. Таптакыр жок. Уважаемые коллеги, ко мне, как председателю комиссии, приходят много писем и сообщений с вопросом, есть ли между мной и Атамбаевым личный конфликт или неприязнь. Хочу ответственно заявить, что нет. Но хочу отметить, что у Атамбаева есть 3 проблемы. Первая его проблема связана с его же партией. Второе – это начатое им же и под его руководством составленные 3 кодекса. Третье – это судебная система. Он сам лично руководил системой, отбирал, назначал и сам объявлял выговоры судьям. Атамбаев заявил, что провел лучшую в мире судебную реформу и наградил около 30 судей. Так что он сегодня не может предъявлять претензий ни к народу, ни к судам, ни к Генпрокуратуре. Дүйнөдө жок сот реформасын жасадык деп 30 кишиге орден, медаль
наам жана грамоталарды берген. Демек, ал бүгін Қырғыз еліне, Қырғыз парламентіне, генералдық прокуратураға, өкмөткө доо айта албайт. Доону өзүн ачыш керек, өзү кол койгон кодекстерге ачыш керек, жана өзү дайындаган сотторго ачыш керек. Сиздер айтып атасыздар, кылмыш кодексинин 3 статьясы бузулду деп. Биз кылмыш кодекси менен жасаганыбызга 90 жыл болду. Эң негизгиси эл ант менен жашаган. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин антын окуп берейин. Мен Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгар муктарын адилеттүү жана ишке ашырууга, адилеттүү ишке аштыбы? Адамдын жана жарандын укуктарын коргогон жокко, оппозицияны кордодуго. Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, конституцияны бузуп, 16-жылы конституция кабыл алдыго. Элибиздин биримдигин жана мамлекеттигин бүтүндүгүн сактоого. Таластык туугандар жөнүндө эмне дедиле? Нарындык туугандар жөнүндө эмне дедиле? Элдин бүтүндүгү менен биримдигин камсыз кыла алдыбы? Конституцияда 7 нерсеге ант берсе, 6 бузулган. А Кыргыз элинде антты бузгандар эмне дейт? Кодекстин каргышы 10 жылдык болсо, анттын каргышы 100 жылдык. Биринчи ант бузулду. Экинчи нарк бузулду. 2016 жылдын 31 августунда, кечирип коңуз, 2-3 мүнөт бүтүп калам. 31 августта 30 өлкөнүн элчиси турган жерде 1 мүнөт кошуп бергиле, ошо менен жыйынтыктабыз. Мен айтайын дегеним, нарк бузулду, шарт бузулду, калкты бузайын деди, шарт бузулду. Сөзүмдүн аягында, эгерде Куранды болсо, Куранды бузса, Кудайдын жазасын тартат. Мыйзамды бузса, соттун жазасын тартат. Антты бузса, каргыштын жазасын тартат. Сөзүм аягында, урматтуу чүйлүк туугандар, кимде ким чүйдү бөлүп кетем десе, Аламидинди бөлүп кетем десе, Арашанды бөлүп кетем десе, ал Кыргызстандын көзүн оюп алганга барабар. Ал түбөлүк каргышка алат. Биз кече эле Жусуп Абдрахманов жөнүндө фильмди көрдүк. Ошол бүт өмүрүн сайып коюшуп, ушул мамлекетти түзгөн. Элестетип көрүңүздөр, Жусуп Абдрахманов эшиктин алдына таш төктүрүп алып мамлекетти коргоп атканын, атчамбалдарды алып келип алып мамлекетти коргоп атканын. Ошон үчүн бүгүн барынан эл мамлекеттүүлүк жана мыйзам тарапта болушубуз керек. Чечимди колдоп берип коюңуздар. Всего статус неприкосновенности с Атамбаева снят по 5 пунктам. В начале же комиссии было выдвинуто 9 обвинений, которые сократились до 6. После того, как заключение было направлено в Генпрокуратуру, один из пунктов, а точнее гонения на политиков, судей, общественных деятелей и СМИ, надзорный орган отменил. Атамбаевдин түздөн-түз бул ишке тиешеси бар экендигин тастыктай алган жок. Заявления выступавших на заседаниях Временной депутатской комиссии политиков, общественных деятелей и журналистов нами были проверены, однако никаких доказательств нет. То есть сказать, что Алмазбек Атамбаев имел прямое отношение к гонениям в отношении них нельзя. А по остальным 5 пунктам признаки преступления есть, отметил Джамшитов. Башкы прокуратура жазык процесстик кодекс негизин иш алып барабыз. Болду. Генеральная прокуратура сейчас пока еще разбирается. Всю работу мы проводим в соответствии с законом. Точку в этом деле Генпрокуратура еще не поставила. В ИРПП все заявления зарегистрированы. Возможно, в ходе следствия его вина будет доказана. Какие же это 5 пунктов? Разберем каждый. Батукаев. Эта фамилия не сходит с уст людей не первый год. Особенно в последние недели о нем заговорили все чаще. И в разных кругах, особенно в политических. Почему этот человек до сих пор не дает покоя кыргызстанцам? И кто он вообще такой? Уроженец Токмака Азиз Батукаев известен как криминальный авторитет. С 1995 года его имя всплывает в громких преступлениях, в том числе заказных убийствах. Также неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям грабеж, хранение оружия и наркотиков. Соответственно, у него несколько судимостей. В
2004 году Азиза Батукаева осудили за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За это он получил 4 года тюрьмы. Год спустя в колонии, где он отбывал срок, произошли беспорядки. В ходе инспекции депутатской комиссии начался бунт. Тогда заключенными были убиты депутаты и 3 членов комиссии. В итоге к неотбытому сроку Батукаеву добавили еще почти 17 лет. Его осудили за незаконное хранение оружия и организацию бунта. Всего больше 10 статей Уголовного кодекса. Затем в 2008 году за нарушение режима он получил еще 2 года и был проведен на тюремный режим в СИЗО-24 Нарына. Ему предстояло отбывать срок в местах не столь отдаленных еще больше 10 лет. Но в апреле 2013-го разразился скандал с его досрочным освобождением. Поводом послужило то, что якобы у него обнаружили онкологическое заболевание, острый лейкоз крови, и жить ему осталось недолго, что позже оказалось полной фикцией. На кадрах, взятых из интернета, видно, как он на джипе выезжает из тюрьмы. В сопровождении правоохранительных органов едет в международный аэропорт Манас. Его проводили через VIP-зону, где на частном самолете вместе со своей семьей Батукаев вылетел в Чечню. Эта новость многих повергла в шок. От президента и глав соответствующих служб требовали ответа. Как в правовом государстве особо опасного преступника с почестями провожают из страны? По факту возбудили уголовное дело, но следствие не смогло выявить лиц, подлежащих привлечению к ответственности. И лишь спустя годы Генпрокуратура возобновила дело. Под стражу за поддельное медицинское заключение были взяты врач и лаборант. По делу проходит и экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Он, по информации МВД, дал показания, что действовал по указанию бывшего президента Атамбаева. Также в деле фигурируют бывшая глава Минздрава Динара Сагинбаева, бывший генпрокурор Аида Салянова, тогдашний председатель КСИН Зарылбек Рысалиев и другие. Но в обществе считают, что все они не могли действовать самостоятельно. Матерый рецидивист, преступник был отпущен на свободу по подложным документам. И тогда мы поняли, что это не могли просто так. Человек руководил всем, криминальной группой руководит, и вдруг заболевает внезапно и уходит. Это, конечно, все поняли, все наше общество, в том числе и работники правоохранительных органов. Мы поняли, что это самые высокие инстанции. От самого первого лица это произошло, была дана команда. Только так можно человека отпустить, рецидивиста. Одним из обвинений, выдвинутым депутатской комиссией Алмазбеку Атамбаеву, и стало именно досрочное освобождение Батукаева. Еще одним пунктом, ставшим причиной для снятия неприкосновенности с бывшего главы государства, депутатская комиссия назвала причастность Атамбаева к незаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы. Его подозревают в аффилированности с частными компаниями, которые поставляли твердое топливо по весьма завышенной цене. По оценкам экспертов, ущерб государству ежегодно исчислялся десятками миллионов долларов. Основанием фигурирования Атамбаева в этом деле послужило заявление бывшего генпрокурора Аиды Саляновой от 1 декабря 2016 года. В нем она рассказала, что Атамбаев лоббирует интересы Прогресс Компани. По ее словам, именно из-за озвучивания этих заявлений в 2016 году она подверглась гонениям власти. В это время на рынке Кыргызстана появилась еще одна компания – Джесказган Энергосбыт, у которой уголь был соответствующего качества и намного дешевле, чем у Прогресс Компани. Разница между поставками составляла миллионы долларов. Кстати, это подтверждается показаниями и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева.
А это кадры из интернета, снятые с высоты птичьего полета. Именно так выглядит семейное гнездо Алмазбека Атамбаева. Дом находится в селе Койташ в 15-20 километрах к югу от Бишкека. Территория полностью огорожена высоченными заборами. Информация об общей площади земельного участка в источниках разнится. В отдельных СМИ сообщалось, что Атамбаев приобрел землю на свои деньги и дом построил тоже на свои средства. История смены собственников же, согласно документам, следующая. С 2008 по 2012 годы землю арендовал завод «Дастан». Затем она перешла человеку по имени Анарбек Укуев и находилась в его собственности в течение 3 лет. В 2015 году землю у него взяла во временное пользование Айнура Ибраимова, жена экс-мэра и бывшего председателя правления «Дастана» Албека Ибраимова. В этом же году земля была выдана в аренду Алмазбеку Атамбаеву за 1 миллион сомов. При этом неизвестно, за кем сохранилось право собственности. На сегодняшний день в обществе считают, что это резиденция Атамбаева. Здесь он и живет. Третье обвинение, которое выдвинула депкомиссия, это незаконное завладение участком в селе Койташ. Последние пункты – это коррупция при модернизации Бишкекской ТЭЦ и аффилированность с компаниями АК «Петролиум» и АК «Инвест». Тем временем в Койташе создан штаб сторонников Атамбаева. На подъезде к дому установлено несколько бетонных блоков, а также поставлены юрты. В его поддержку провели акцию «Открытый микрофон» у медиафорума, где каждый желающий мог высказать свою позицию. Сам же Алмазбек Атамбаев отмечает, что никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях, в которых он якобы замешан. И мы здесь видим двойные стандарты. В бытность Атамбаевым президентом он не раз говорил, что все должно быть в рамках закона, что каждый гражданин, и это было озвучено даже в его инаугурационной речи, каждый гражданин, несмотря на занимаемое его положение и статус, равны перед законом. По многим материалам, когда были митинги, когда перекрывали дороги, он говорил, надо свою невиновность доказывать в суде. Пусть доказывает в суде. Если дойдет дело до суда, конечно. И здесь необходимо отметить, что, я думаю, точную статистику я не знаю, но 90% судей были избраны и назначены в период Атамбаева Атамбаевым указом президента. То есть, если он даже пойдет под суд, даже если пойдет, заранее не будем загадывать, то он пойдет под суд именно тем судьям, которых он сам назначал. То есть фактор недоверия с его стороны не должен быть. Безусловно, для Кыргызстана этот случай является прецедентом. Но в мировой практике это не первый факт. Как правило, президентам объявляют импичмент или привлекают к ответственности через суд. В Южной Корее, если считать с 50-го года, это очень важно. 12 президентов прошло. Из них 4 были осуждены. 1 покончил жизнь самоубийством. 2 были свергнуты путем революции, переворотов. Вот в 2018 году предыдущий президент, она была осуждена на 24 года. Но в Южной Корее-то нету беспорядков. И более того, экономика Южной Кореи так стабильна, что она ежегодно входит в топ-15 экономик мира. И вы представляете, ВВП Южной Кореи равняется на $2 триллиона. По территории она меньше, 2 раза меньше, чем Кыргызстан. А у нас, имея такую большую территорию, такие запасы, такие ресурсы, ВВП только 7 миллиардов. Почему? Потому что все те люди, которые управляли нами и были замешаны в коррупционных схемах, воровали наши народные деньги, они не отвечали перед законом. Вот эта вакханалия, она начиналась, продолжалась. Я считаю, что вчерашнее решение парламента – это прецедент, это исторический момент. Я надеюсь, что все эти люди, которых сейчас подозревают, понесут наказание в случае доказательства. Ну, сейчас уже будет суд решать, и это послужит уроком для будущем, для новых президентов, для, скажем, кандидатов в депутаты парламента, для всех. Потому что люди, в конце концов, которые идут на управленческие должности, на государственную службу, они должны понимать, что им придется отвечать перед законом.
Как бы там ни было, парламент проголосовал за постановление, согласно которому Алмазбек Атамбаев лишен статуса экс-президента, соответственно, и неприкосновенности. Макул 103, каршы 6, бары 109, каттал 110 токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат, урматтуу депутаттар. 103 за такое решение. 6 депутатов проголосовали против. Таким образом, Атамбаев неприкосновенностью больше не обладает. Он также может быть привлечен к уголовной и административной ответственности за действие или, напротив, бездействие, совершенное им в период исполнения полномочий главы государства. К слову, беглые Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, свергнутые в результате революции, не имеют статуса экс и неприкосновенности. Этот статус теперь имеет лишь Роза Отумбаева. Дамира Базарбаева, Аяна Душекеева, Руслан Сабатаров, Алато 24. Итоги недели.